Мы сейчас с вами находимся в Национальной библиотеке. Здесь есть очень редкие документы, которые ранее не были опубликованы, уникальные письма, обращения. Здесь также мы видим телеграммы, которые были адресованы известным деятелям литературы нашей республики. Но, безусловно, в этой части нашей экспозиции очень интересно будет присутствие Эльдерханова. Таштамир Эльдерханов в истории Чеченской республики личность очень яркая, личность очень известна и, может быть, даже в каких-то аспектах и трагическая, поскольку он родился в 1870 году в селе Гихи Русмартановского района. На тот момент получить очень полное образование, естественно, нам не представлялось возможным, и тем не менее он обучался в первой горской школе на территории города Грозного. В дальнейшем свою учебу Эльдерханов продолжил в Тифлисском университете. Для своего времени это был умнейший человек, и в 1905 году он был избран депутатом первой Государственной Думы на тот момент Российской Федерации. Понятно, что представлял он интересы Кавказа, и не только, будем говорить, именно интересы чеченцев, поскольку от Кавказа он был был первых депутатов. Но, к сожалению, мы из истории тоже знаем, что это первая Государственная Дума очень быстро ее разогнали, и уже в июне 1906 года практически все депутаты были уже разогнаны. Но и тем не менее, через небольшой промежуток времени созывается второй созыв Государственной Думы, где в числе первых был Таштамир Эльдерханов. В истории Государственной Думы Таштамир Эльдерханов оставил яркий след, поскольку ряд документов, которые на тот момент принимали, это мы будем говорить о землеустройстве и так далее, особенно то, что касалось об открытии первых школ на территории Кавказа, Северного Кавказа, Таштамир Эльдерханов принимал самое непосредственное участие. И поскольку личность была многогранна не только в политическом аспекте, но также и в литературном. Он открывал и первые школы, занимался переводами, занимался становлением чеченской литературы. Именно поэтому на нашей экспозиции присутствует несколько документов, касающихся Эльдерханова. Но, на мой взгляд, очень важно, и мы гордимся, что в библиотеке есть этот документ, это чеченская азбука 1911 года, который непосредственно издавал сам Таштамир Эльдерханов. И, наверное, немногие знают, Таштамир Эльдерханов был один из первых, кто перевел на русский язык чеченские песни и чеченские сказки. Это был, как я говорила, очень был светлый, очень многообразованный был человек. И в различных сферах своей жизни он работал. Ему просто, к сожалению, пришлось оставить политическую деятельность. Он работал в просвещении. Какую-то часть он работал в Грозненской Грознефти. Но умер в 1934 году, и вы знаете, даже рассматривать дату его смерти, и думаешь, вряд ли Таштамир Эльдерханов пережил бы 1937 год, скорее всего, он бы, наверное, был бы репрессированный. И вот он в 1934 году, кстати, издал этих своих учебников, ряд издал книг, которые, к сожалению, в библиотеке у нас сегодня их нет, но мы надеемся, они у нас будут. И вот эта уникальная фотография, которую мы сейчас мы ее видим, а более того, это не фотография, это почтовая открытка. У нее есть оборотная сторона, это фотографии, да, и он здесь, кстати, эта фотография специально была сделана, когда его избирали депутатом первой Думы. В библиотеке есть документы, где Таштамир Эльдерханов был в качестве депутата Государственной Думы. Есть фотографии, есть резолюции этих съездов. И, кстати, фамилия Таштамира Эльдерханова, там она присутствует. Еще раз хочу сказать, для своего века это был умнейший человек, который много сделал. Но, к сожалению, политические события, которые были в республике, неоднозначно расценивали деятельность Эльдерханова. Возможно, не находили его и понимания. Поэтому был период его жизни, когда у него были недопонимания, переходили в то, что вы просто-напросто не признавали его. Он уходил в забвение. По несколько лет мог абсолютно быть вне поля политической деятельности. И тем не менее, вот именно его деятельность, которую он оказал, как будучи образованным человеком для становления школ, на мой взгляд, это очень важный аспект в его жизни.